алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые подписчики, сегодня делегация готовлю таджикский национальное блюдо фатир шурбо. Суп с такой слоеным лепешкой. Чтобы нам готовить это блюдо, необходимо мясо, говяжий, морковка, лук репчатый, помидор, баклажан, перец болгарский, нахут, по-русски называется нут, фасоль белый и фасоль красный. И нам нужен обязательно томатная паста. Томатная паста нужен. И зелень, базилик, кинза. Обязательно базилик, кинза. Поэтому сейчас мы начинаем готовить наше блюдо. Нужен пол-литра масла. Сейчас каленым казане, вот мы заливали чуть-чуть водичку, сейчас водичку берем. Наш казан готово. Грамм 500-600 масла. Масло у нас греется, тоже хороший такой темный дым. Значит, когда идет темный дым, значит наше масло готово. Ну, потом будем дальше ложить. Попробуем. Пока у нас готовится масло, мы начинаем резать мясо. Такие кусками у нас получается. Мясо должно быть желательно парное мясо, потому что замороженное мясо не пойдет. Килограмм 2 мяса, 2 килограмма мяса. Вот наше масло готово. Сейчас мы добавляем сюда мясо. Вот, пожалуйста, мясо. У нас мясо посолено, еще посолим. То, что мы таджики гордый народ, в горах, где не растет много овощей, фруктов. Обычно мы занимались животноводством, поэтому мы очень любим мясо есть. Мы всегда мясо много едим, поэтому вот, посолили. Поэтому наш рацион очень много мясных блюд. Пока мясо жарится, надо лук нарезать. Приблизительно надо килограмм, 800 грамм лука надо. 800 грамм лука надо. Вот столько хватит.
Даже это шурпа у нас называется шурпа даже поход. Обычно весной и летом это у нас почаще готовят. Потому что когда в огороде растет всякие этого продукты. Вот прямо около огорода стоит казан, и вот там прямо снимаешь, режешь сюда. Снимаешь, режешь, помоешь казан и работаешь, и готово обед. Наше мясо готово, добавляем лук, будем жарить, пока оно не станет красным, такой с красным цветом. Около такой горячей казана летом очень жарко, поэтому придется зеленый чай пить. У нас готово лук, добавляем помидор. Помидор добавляем и добавляем пару ложек томатной пасты. Прямо сюда. Много не надо. Пару ложек хватает. И начинаем резать болгарский перец. Тоже сколько есть, столько надо резать. Грамм 700-800 болгарских перца. Подождем, когда хорошо тушится это наши помидоры, потом начинаем кидать болгарский перец. Добавляем болгарский перец. Добавляем болгарский перец, засыпаем опять соль. Сейчас перемешаем хорошо. Перемешаем. Сейчас начинаем резать баклажан. Вот добавляем грамм 600-700 тоже баклажана. Опа, вот почти готов наш болгарский перец. Добавим баклажан. Баклажан добавим. Все, сейчас. У нас есть повара, которые суп заливают, потом уже туда бросать баклажан. Но мы его жарим, потом наливаем водичку. Так получается вкуснее. Я и так пробовал, и так. Жареный вкуснее получается. Поэтому сейчас еще минут 10-15 пожарим наш баклажан, заливаем водичкой и дальше продолжаем. Сейчас еще добавим грамм 400 морковку. Уважаемые подписчики, морковка можно жарить и можно не жарить. Ну, мы чуть-чуть пожарим его. Чуть-чуть пожарим. Как говорят, готово сам процесс жарки. Сейчас заливаем водичкой.
чисто у нас родниковая вода. Вот заливаем водички. Все. Залили водички. Теперь вот заливаем. Туда зира. Пожалуйста, столько зира хватит. Много тоже зира не надо, потому что у нас обычно это шурпа, но зира тут не обязательно много. Даже можно без зиры. Это на любителя зира. Обязательно мы сюда добавляем базилик. Фамилия базилика. Вот так возьмем его. Базилик. Это у нас чистый базилик такой. И вот так положим. Сейчас уже наши шурбу закипел, убираем пенку. Сейчас пенку убираем. Я вам одну вещь хочу сказать. Это самый мой любимый блюдо, самый любимый. Потому что я помню, что моя мама всегда готовила это блюдо нам, всегда. Вот, например, летом она его готовила через день. Ну, конечно, у нее вообще такой вкуснятина получалось всегда. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот закипели наши шурпа, пенку убрали. Вот сейчас начали хорошо кипеть. Вкус этой шурпы зависит от продуктов. Как вкусные продукты, будет вкуснее шурпы. Но я не хочу обижать наших братьев китайцев, но от их продукции вкусные шурпа не получается. Только местные наши, то, что растет здесь, в России, там, в Таджикистане, в Узбекистане. Возьмем одноразовую ложку, сейчас на соль попробуем. Надо добавить на соль, чуть-чуть надо добавить. Вот, это достаточно. Давайте еще, как говорят, теперь за мамой. Все, добавили. Теперь добавим картошку. Пожалуйста, картошку добавили. Все. И добавим наши, как говорят, фасоль. Мы их помочили. И вот сейчас мы добавляем. Основной наши ингредиенты, то, что нам нужны. Наши. Все, достаточно хватит. Ну-ка сейчас посмотрим, как у нас получается наша шурпа. Фасоль обязательно здесь, наход обязательно нут. Уже сейчас тоже закипит. Через минут 40 наша шурпа будет готова. К этому шурпу нам обязательно нужен молдохон, иди, пожалуйста. Обязательно мы возьмем лук репчатый, пожалуйста, мелкими. Пара штук нам достаточно. Пара штук репчатый. И кинза. Вот кинзу тоже хорошо надо молдохон. Мелко резать, потом будем резать.
нашего подписчиков, обязательно мы добавим туда острый перец. Обязательно. Добавим. Чуть-чуть должен быть вкус остроты, чуть-чуть. Я вам предлагаю, когда соль попробовать, желательно одноразовые ложки. Пробуй бросить там. Последний раз соль добавляем. Все, последний раз соль. Все, все. Очень наши шурбо очень хорошо кипит. Очень даже хорошо. Через минут 20 наша шурба будет готова. Теперь готовность зависит от нашей картошки. Картошка готова, шурба готова. Вот, уважаемые подписчики, наш суп, можно сказать, почти готова. Вот видите, как наш шурба. Фатир шурба. Вот так, видите, товарищи, вот так у нас получается настоящее какое-то чудо. Наша шурба готова. Чтобы убедиться, что он готов, мы сейчас вот так перемешаем его и возьмем картошку ножом. Все готово. Готова наша шурба, поэтому сейчас мы начинаем его ложить. Молодахон, пожалуйста, возьми ваш фатир. Возьмите фатир. Вот это наше национальное блюдо. Это суп, обязательно надо есть таких блюда. Возьмем мы блюдо, молода, ну покажи, пожалуйста, как. Женские руки нежнее, поэтому обязательно мы будем вот так резать снизу, положим так. Вот, пожалуйста, так у нас делается. Специально слоеная вот эта лепешка вот такой. Со сливочным маслом желательно. Вот, пожалуйста, товарищи, сейчас основной процесс. Начинаем ложить шурбу. Нам надо два. Основной, то, что надо, у нас мясо не хочет выходить, наше мясо не хочет выходить, и наши картошки не хочет выходить. Сейчас мы сделаем. Мясо что-то наше. Вот, пожалуйста, вот так у нас делается. Так берется, ребята. Шурба. Сейчас бульончик положим сюда. Вынимаем сначала, как говорят, густую, потом бульон. Вот молодахон, еще один разок, и все. Вот сейчас. Положили суп. Вот сверху обязательно чуть-чуть такого. Все, товарищи, наш супчик готово. Уважаемые подписчики, наш суп готово. Пожалуйста, попробуйте.
готовить дома, он очень легко готовится, только надо от души. Я желаю вам удачи, любви, счастья, не болейте. Я надеюсь, что еще с вами встретимся. Удачи вам. Не болейте, любите друг друга. Пока-пока.